«Человек-легенда, следователь от Бога». Эти слова часто произносят, когда говорят о нашем герое и дают оценку его личности. Исаак Остоев – один из ярчайших представителей ингушского народа. Политический и общественный деятель, заслуженный юрист России. Человек, получивший мировую известность, обладающий огромным авторитетом, он и сегодня продолжает делать все возможное для благополучия и развития родной республики, страны. Готовя этот материал, мы решили начать с родного села Исы-Икажево, в котором он продолжает жить, даже не допуская мысли переехать для, быть может, более удобного проживания в том же Магасе, где находится место его сегодняшней работы на посту советника главы Ингушетии. Мы с вами находимся в селе Икажево. Это мое родное село. Село, которое имеет очень такие традиции. Икажево – это, я бы даже сказал, крупнейшее село в России. Здесь порядка 37-38 тысяч жителей. Я родился в этом селе в августе 1942 года. В дни, когда я родился, отца не было, он был в так называемой трудовой армии под Ростовом. Отсюда набор был этих призыва для того, чтобы оборонительные сооружения строить под Ростовом. Там он был, он рассказывал, что 4 месяца. Потом, после моего рождения, он вернулся. Это было в войну в 1942 году. Очень бережно Исаак Остоев относится к истории своей семьи. Он изучил родословную и со стороны отца, и со стороны матери до мельчайших подробностей. Мой отец в возрасте 7 лет лишился своего отца, а в возрасте 9 лет и матери. И он был круглым сиротой, воспитывался в селе Кантышево у своих родственников матери Кадзоевых. Это очень известная фамилия в Кантышеве. Это был очень состоятельные такие по тем временам люди. Дядя, материн брат, такой был известный человек, Аламкач Кадзоев. Он забрал его. Там он похитил, будучи уже взрослым человеком, мою мать. Как только он женился, дядя сказал: теперь ты должен вернуться. Вот, судя по тому, вот на этом пятачке оставался его отцовский, дедовский, будем говорить, отцовский домик. Вот он со своей женой, с моей матерью, он его привез, здесь вот, купил им корову, здесь они начали жить. Вот мы с вами сейчас находимся здесь, во дворе моего отцовского двора, где я родился 81 год тому назад. Конечно, та хата, будем говорить, которая была до 1944 года, ее снесли здесь, она не сохранилась. Вот это построил мой отец. Мы в этом дворе с семьей ежегодно приезжали на летние каникулы, проводили здесь по несколько месяцев. Потом уже, вот, когда судьба так поступила, что я должен был приехать сюда, в события 92-го года, я здесь жил, здесь я принимал людей. Тогда не было ни столицы, ни государственных учреждений у нас. Приходилось вот здесь, в этом дворе, принимать делегации, людей, провожать, решать вопросы, проводить совещания. Так что для меня этот двор – это
так сказать, вся моя жизнь. Во время депортации ингушского народа в феврале 1944-го Исе было всего 1,5 года, поэтому он не помнит, как все это происходило. О том, что пришлось пережить в первые годы ссылки его семье, как и всем ингушам, наш герой знает из рассказов родных. Уж когда я стал большим чиновником в Осетии, моя тетя, ныне покойная, мне показывала около железнодорожного вокзала на станции Назрань, я ее как-то подвозил к рынку. Она показывала, там растут 4 тополя. Не знаю, сейчас растут или нет, но там они еще со времен войны, до нашего выселения. Она рассказывала, что она меня, брата, сестренку укладывала на солому под этими тополями, а сама ходила туда к военным выбивать место в вагончиках, куда нас грузить. Это вот с ее слов я помню. Моему младшему брату было 3 месяца всего, вот, старшему 12 лет. Первоначально мы жили на одной маленькой станции в Северной Казахстане, это Акмолинская область. Вот. В 1949 году нас перевезли в Рудник, такой Бестюбе Сталинского района, Акмолинской области. Вот. Там в 1949 году от кори заболели, все мы заболели от кори, и у меня там умерли 2 брата и сестренка в течение 1 месяца. Воспоминания детства, какими они могут быть? Самая лучшая и беззаботная пора жизни. Но Иса не мог не чувствовать боль, которую испытывали его родители и другие близкие из-за вынужденного проживания вдали от родины. Горечь, с которой они говорили об этом. Ссыльные дети ходили все вместе там в Руднике Бестюбе. Я единственное, хорошо помню, в день смерти Сталина меня впервые забрал комендант со школы. Я учился в 3 классе. И когда мы пришли в школу, учительница выстроила нас в коридоре на линейку, и начался плач. Они все вместе с директрисой вышли из учительской, стали напротив линейки и начали громко плакать. При этом говорили: умер наш великий вождь Иосиф Виссарионович Сталин. Несколько из ссыльных детей так очень эмоционально вскрикнули, расшумелись, а рядом стоявший со мной мальчик заплакал. Ну, я с этим мальчиком во дворе уже подрался. Зачем ты плакал? От того, что умер Сталин. И вот какой-то мощной рукой меня от него оторвал. Посмотрел Гурбанский. Гурбанский — это был наш комендант. Он, конечно, узнал, что я ссыльный, дал мне пинком и сказал: иди вперед. Повел меня в сторону комендатуры. Мы все знали, дети, это здание, потому что родители 3 раза в месяц ходили туда подписываться, расписываться о том, что они находятся на месте. Этого мальчика тоже он забирал со мной вместе. Я ему все по пути говорил: скажи, что мы боролись. Хотя я его бил. Да. И когда приблизились около дверей, так получилось, вот как будто бы по заказу. Навстречу шли мужчина с женщиной, пара, видимо, супруги. И, видимо, знакомые этого Гурбанского. Мы прошли, он с ними остановился и нам кричит: вон ту дверь зайдите, меня подождите. И с ними стал разговаривать. Мы когда поравнялись к этой двери, я мимо этой двери сиганул,
на узкоколейку, по узкоколейке бежал вплоть до шахты, потом окольными путями. Вернулся в школу, где осталась моя телогрейка и сумка с книжками. Через забор перелез в школу, уже у школьников не было. Забрал свою сумку, пришел домой, мать сидит, всхлипывает. Гурбанский забрал отца. Соседи пришли, там, сочувствующих. А брат старший в шахте работал, уже его не было. Да. Ну, через какое-то время, будем говорить, во время этого полутраура, вот, вдруг я слышу голос отца, и он этих собравшихся соседей, мать спрашивает, где Иса? Она говорит, там в комнате, я с младшим братом был. Да, там в комнате, позови его. Ну, я зашел, отец снимает с себя такой брезентовый плащ, помню, и говорит, Иса, неужели ты думал, что если ты не подерешься, этот Сталин оживет? Потом брату говорит, дал деньги, говорит, иди, там стоит милиционер, сходи с ним обратно туда, к коменданту. Обязательно возьми квитанцию, чтобы мы заплатили штраф. Это за мое поведение-то. Так, вот, оштрафовали. Возвращение ингушей на родину было очень сложным. Иса и его родные столкнулись с серьезными проблемами. В 1957 году, когда объявили, что осудили культ личности Сталина, о том, что восстанавливается Чечено-Ингушская республика, мы тоже там собрали свои там вещички, там продали корову, продали там избу и приехали на железнодорожный вокзал, город Акмолинск, нынешняя столица Казахстана, Астана, тогда назывался Акмолинск. На несколько дней мы жили на железнодорожном вокзале. Нам сказали, что возвращение чеченцев и ингушей временно остановлено. Больше ни одному человеку ехать нельзя. Ну, отец там где-то нашел знакомых по Кавказу, наверное, или там по Казахстану, не знаю. И нас временно привезли в какой-то там к его знакомому. Потом нашли какую-то избу казахскую. Там поселились и стали дожидаться, когда разрешат. Разрешений не было, а я учился, перешел в 8 класс. Тогда сказали, на Кавказ будут пускать тех, кто имеет прописку на Кавказе. Значит, в такой вот обстановке было решено на семейном совете, что вот надо собрать все паспорта, а у меня еще не было паспорта. Надо собрать все паспорта, поехать на Кавказ, там прописаться, по этим паспортам сделать прописку и вернуться обратно, тогда нас отпустят. Ну, со старшим братом Юсупом мы, значит, приехали впервые на Кавказ через Москву. При каждой остановке поезда прятались в туалетах, боясь вдруг, что нас поймают и высадят. Понимаете? Мы добрались до Москвы, и так получилось, что поезд наш аж следующий день только на Владикавказ. Я целью себе поставил, что я обязательно посмотрю мавзолей, где лежит Иосиф Виссарионович. Вот. И сумел, выстоял в очереди на Красной площади,
Вот. Брат мой возмущался, он очень верующий тоже был человек такой. Вот. Зачем тебе это надо? Я говорю, я хочу увидеть его. Приехав с братом в Викажево, Иса увидел развалины родного дома. Все было разрушено, заросло. Прописаться по адресу, где одни руины, конечно, не представлялось возможным. Брат сказал, что в Малгобеке живет наш родственник дальний. Поедем к нему. Приехали, да, у него был сохранившийся дом. Он там, пошли в этот паспортный стол, в милицию. Все паспорта матери, тети, там, отца, свой паспорт, всех прописали, вернулись обратно. Но уже время прошло, уже была зима. Как сейчас ехать? Денег нет уже. Дома жить надо же на Кавказе. И мы там сказали, поработаем еще летом до осени на заработки, как тогда ездили. Вот заработаем деньги, потом поедем. Вот это короткий по нашим планам лето затянулось на долгие годы. Значит, поехали мы действительно весной на заработки, я помню, в Омскую область. И мне тогда уже было 16 лет. Я тоже поехал с ними. Вот так ездили на заработки, работали там, ремонтировались, строили. А осенью я уже год потерял в школе, 8 класс, я 1 месяц только проучился. Но мне не хотелось идти снова в 8 класс, я пошел в школу рабочей молодежи и вечернюю школу на станции Акмолинск, где все машинисты, слесари, токари, все старше меня были возрастом. Пошел в вечернюю школу, пошел там работать, там, помощником автослесаря сначала крутился. В общем, набирал себе стаж работы, работал днем, вечером ходил в школу. В 60-м году я закончил школу рабочей молодежи. Вот. Я поехал в Алмату поступать в университет. К моменту поступления в университет Иса Костоев уже твердо знал, кем хочет быть. Определиться с выбором профессии ему помог случай. Так получилось, что я, будучи школьником вечернего школы вечерней, рабочей молодежи, оказался переводчиком, привлеченный на суде. Воровали, там группа людей, воровали грузы из контейнеров на станции Акмолинск. Большое такое дело было, и там было 2 человека ингушской национальности. Они сказали, что мы русским языком плохо владеем, нам нужен переводчик. И совершенно случайно наш участковый в Акмолинске приехал и мне говорит, тебе надо 3-4 дня походить на судебный процесс переводчиком. Ну, я пошел с удовольствием, я сел, посадили меня там между прокурором и адвокатами. И как только доходило дело до допросов этих обвиняемых, подсудимых, я переводил. Вот этот несколько дней меня окончательно блуждали юношеские мысли, там, быть летчиком пойти, там, будешь инженером. Тогда космонавтики-то не было. Соседи там, ну, со школы придешь, там, они сидят, чаи гоняют. Ну, кем ты будешь, Иса? И моя тетка говорила, он у нас хочет прокурором быть. Учеба на юридическом факультете Казахского государственного университета складывалась успешно. Параллельно Иса занялся спортом. Это была тяжелая атлетика. Я учился хорошо. Нельзя сказать, что я круглый отличник, но я был в числе таких передовых студентов.
Я всегда увлекался криминалистикой, это была моя самая любимая дисциплина. Вот. Я участвовал в учебных, студенческих, судебных процессах. Я всегда выступал там не адвокатом, не подсудимым, не защитником, всегда выступал прокурором. Вот. Поэтому писались в университетской газете о наших процессах учебных. С окончанием учебы перед Исой встал вопрос, где он будет работать. Первоначально ему предложили всего 2 направления, которые на тот момент не совсем соответствовали его желанию. Отец вместе с моей мачехой уже, и с ее 2 детьми, маленькими уже, он уже переехал сюда, на Кавказ, и строил вот здесь вот сзади такой, избу. Братья мои, один старший, один младший, жили там же, в Акмолинске. В 1954 году я из-за того, что отец здесь находился, и мне было интересно, я запросился на преддипломную практику в Осетию, Северную Осетию. Это была 5-месячная практика. Я приехал, побыл тут несколько дней у отца, потом поехал туда, и там проходил преддипломную стажировку в прокуратуре города. И я, завершив преддипломную там стажировку, уехал на защиту диплома в Казахстан. Настало распределение, и единственное исключение делали для Чечено-Ингушетии. То есть или ты едешь в Чечено-Ингушетию, или ты едешь по Казахстану. Я в Чечено-Ингушетию, к удивлению всех моих однокашников, всех, я отказался ехать. Мне сказали, раз не в Чечено-Ингушетию, то по Казахстану. Оставались последние дни. Вдруг меня приглашают в деканат. Говорит, пришло письмо из прокуратуры из Северной Осетии, где вы проходили стажировку преддипломную, что при вашем желании они хотели бы иметь вас у себя там на работе. Это все сделал прокурор города Владикавказа, фронтовик в прошлом, Кучиев Мурат Васильевич, царство ему небесное, очень славный человек. Вот. И мне переделали направление, я приехал в Владикавказ. Нежелание Исы Костоева работать в Чечено-Ингушетии было связано со спецификой его профессии. Он уже тогда осознавал, с какими проблемами столкнется на родине. Понимаете, если бы я был бы инженером, если бы я был бы врачом, учителем, я бы, безусловно, приехал бы в Чечено-Ингушетию. Но я юрист. Я считаю, что для человека, который посвятил себя юриспруденции, должна быть святая святых справедливость. Я не хотел быть под влиянием родственных клановых вещей в своей работе. Начало трудовой деятельности Исы Костоева было непростым. На первых порах наш герой столкнулся в том числе и с жилищными проблемами. Первый год с лишним я жил в кабинете, в одном кабинете, где уборщица там ставила свои швабры, ведра, я все это убрал, поставил какой-то старый диван, купил себе простыни, подушку, повесил, газеты наклеил, свой костюм.
кодексы все. И там жил, а в другом кабинете работал. Вот. Через 15 месяцев мне дали там в старом фонде комнату. В числе близких друзей Исы Костоева заслуженный юрист Российской Федерации, судья Верховного суда России в отставке Рашид Батхиев. Рашид работал в Северной Осетии в тот же период, что и Иса. Тогда и состоялось их знакомство. Проработал я Орхонская станица год, и во время работы в Орхонке до этого там не было ни одного ингуша. Правда, один ингуш работал в милиции в пригородном районе. И в это время приехал Иса из Алма-Аты, Казахстана, и устроился в прокуратуру Ленинского района следователем. Я помню, что большая там тайная компания, работали в государственных органах, но занимались продажей товаров, которые тайно готовили. И комиссия оттуда приехала из Москвы, следователей, и его в эту бригаду взяли, и он поселился не то слово, стал работать, рабочее место его появилось в КГБ, в здании КГБ, оттуда перешел. Он потом стал в аппарате прокуратуры работать. Московская бригада его взяла по разоблачению от торговой банды в Грозном. В это время я уже тоже переехал в Грозный, первым заместителем председателя Верховного суда в уголовную коллегию. И он туда с этой бригадой приехал. Иса в работе был очень активный, очень знающий, очень умный, перспективный. Все его таким считали. Его взяли и в аппарат прокуратуры Северной Осетии. В 1974 году Иса Костоев был назначен на должность следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры РСФСР. Таких должностей в Генеральной прокуратуре было всего 10. Огромная страна. Это Генеральная прокуратура, то есть это лучшие исследователи страны, такой огромный, да. И Иса Магомедович, представитель нашего народа, был одним из них. То есть он был самым молодым среди них. В дни, когда меня вызвали на смотрины в Москву, у меня родился 3-й ребенок, девочка. Вот. И они все остались в Орджоникидзе. А я первый же день моего перевода приказом, еще не рассчитавшись, не вернувшись сюда, не сдав здесь работу, оказался в Самаре на одном очень тяжелом, чрезвычайном происшествии для расследования. И я аж вернулся в ноябре во Владикавказе, к семье вернулся. Вот так началась жизнь следователя по важнейшим делам. С помощью постоянного представительства Ингушетии при президенте Российской Федерации нам удалось записать для программы одного из лучших друзей и коллег Исы Костоева в Генеральной прокуратуре, легендарного следователя Валерия Костарева. Иса Магомедович мой близкий друг, с ним знакомы свыше 40 лет. Наша дружба проверена годами. Это верный товарищ, готовый всегда прийти на помощь. Познакомился я с ним в 1981 году в Смоленске. Было дело серийного убийцы Стороженко. Дело довольно-таки сложное. В течение ряда лет он совершал убийства. Порядка 12 убийств и 8 покушений. Работала бригада Союза. Не сумела раскрыть. Поручили Костоеву. В марте он приехал. Прочитал дело, побеседовал с нами, и в июне преступник уже был найден. Это прекрасный следователь, если можно так назвать, следователь от Бога, который, в общем-то, я знаю, что расследовал различные категории дела и везде выходил победителем. Считается одним из лучших следователей нашей страны. Вот возьмите дело, судебное дело
в Ростове, где он посадил практически большую часть суда и адвокатского корпуса. Это очень, потому что ему противостояли не простые люди, а люди знающие, разбирающиеся в юридической, знают подоплеку следственной работы, но тем не менее он, значит, разоблачил. И я скажу, масса дел, масса людей оказалась за решеткой, до которых раньше не могли дотянуться. Громкое дело Чикатило, после которого имя Исы Костоева стало известно во всем мире, явилось для него настоящим испытанием. Исе пришлось не только распутывать сложный клубок связанных с этим делом происшествий, событий, но и доказывать многочисленные факты нарушений и халатного отношения к работе самих сотрудников правоохранительных органов. Факт того, что это преступление раскрыто, это заслуга Исы Магомедовича. Он выстраивал правильную тактику, он говорил в группе следователей, которые находились, да, у него в подчинении, получается, на этот момент, поручал, они исполняли его указания, следовательно. Вот так вот он собирал эту картину преступления и раскрыл его. И когда я где-то появляюсь, мне не говорят, это Иса Костоев. Обо мне говорят, это тот, который Чикатило поймал. Настолько это в общественном сознании, сколько вокруг этого Чикатило шум, сколько там появилось сегодня авторов его расследования, раскрытия. По сути, если сказать, по сути, вот ему удавалось совершать на протяжении этих 12 лет безнаказанно эти преступления. Он попался чуть ли не на первом же деле, там, в поле зрения, только преступное поведение самих правоохранителей людей позволили уйти. Когда он попал просто в поле зрения, мне говорят, он уже 5 раз нами проверенный, перепроверенный, он у нас сидел, и сам говорит, ну что вы там, у него 2-я группа крови, мы же ищем, вы же не сомневаетесь, что мы ищем 4-ю группу. Я говорю, да. Ну, вы занимаетесь, вот чем мы занимаемся, вы ищите, работайте. А его оставьте. Я его посадил. Я с ним работал. Ему не было доступа ни одного человека. Он когда понял, что запирательство бесполезно, и что он на этот раз, в очередной раз не соскочит, это в КГБшной тюрьме в Ростове было. Но он сел, написал заявление, и потом начал давать 55 убийств. И это самое главное, просто тяжело было доказывать, потому что объективных доказательств, кроме его признаний, в начальной стадии, когда его было мало. Поэтому практически, если так юридическим языком говорить, следственным, доказательства приходилось добывать через него. И когда он, рассказывая об этих многочисленных эпизодах, начал говорить об убийствах, которых я не знаю, вот таких я набрал, 2, 3, 5. Все гвозди оказались забитыми. Именно благодаря тактике допроса следователя. То есть это настолько высокий уровень профессионализма. То есть это понимают только люди, которые непосредственно работали в этой системе и понимают, насколько сложно разговорить. Это при том, что Иса Магомедович не использовал вот эти пресловутые методы допросов, которые, к сожалению, и сейчас выявляются такие случаи, когда оказывается физическое воздействие на подозреваемых. Это дело, всколыхнувшее, как уже было сказано, всю мировую общественность, привлекло к нашему герою внимание ведущих российских и зарубежных журналистов. Выходили соответствующие фильмы, книги на разных языках мира. А в это время судьба готовила новый поворот в его жизни. Дело Чикатило, но по времени оно было моим последним делом. А почему так получилось? Был объявлен конкурс на лучшее расследование Советского Союза. Это журнал «Огонек», такой был журнал, он объявил такой конкурс. Посчитали, наше дело выиграло этот конкурс. Мы были лучшие расследования в Советском Союзе за год. И нам дали премию. Мы аккуратно эту премию уничтожили с бригадой всех прикомандированных.
Я уже собирался идти в отпуск. За сколько там лет, не знаю, было, мне накопились этих отпусков. Вот. И вдруг меня вызывает генеральный прокурор России и говорит: вас вызывают в администрацию президента. Я же тогда был в ореоле, все говорили, может, думаю, им тоже надо какую-то справку дать, как это было. Я пошел. Мне объявляют о том, что мне они хотят направить полномочным представителем президента России во вновь образуемую республику Ингушетия. Сказать: нет, я не поеду никуда, идите вы, не тот случай. Это я в прокуратуре мог сказать, если бы туда поеду, туда не поеду. А здесь, когда вот такая очевидная обстановка, и то, что происходит в Чечне, и то, что в целом в Ингушетии происходит, обстановка, в которой мы оказались, я не мог сказать: нет, не поеду. Я сказал: если надо, поеду. 15 июля указ о моем назначении. Пока создавали там аппарат, помощников здесь подбирал, там бесперерывно ездил в Москву, чувствовал, что грядет беда великая. Обстановка с каждым днем накалялась. Параллельно тут было создано представительство президента, я возглавлял, а от Верховного Совета тоже было представительство, готовились к выборам. Провести выборы цивилизованно, чтобы потом формировать правительство, парламент, не удалось. Грянула ситуация октября-ноября 1992 года. Очень трудное время было. Хаос был. Не знали, что делать. И вдруг появляется Иса. Он одновременно берет власть, распоряжения он подавал нам четкие. Я, будучи в канцелярии, начальником канцелярии, там мы и познакомились поближе с ними. Он предложил мне работу помощника. Со многими начальниками работал. Но такого принципиального, мужественного, знающего свое дело, я не видал. И, по-моему, не увижу. Это было в ноябре 1992 года, после известных событий. Приехал тогдашний Назаранскую центральную районную больницу и увидел ужасную картину. Во дворе находилось десятки раненых. Не было коек, отсутствовали врачи. И самое главное, отсутствовали медикаменты. Даже элементарных перчаток для работы, я как хирург, там практически не было первые дни. И когда на второй или третий день видел такую печальную картину, я вместе с некоторыми врачами в белых халатах поехали в нынешней мэрии Назарани, там находился своего рода штаб. И я сразу, зная Ису Магомедовича, подошел и сказал: вот такое-то положение у нас. Он чем смог тогда помог. Вот первая у нас состоялась с ним встреча. Я когда приехал к Аспоеву в Назрань, он мне говорит: слушай, у меня есть один хороший друг, а я его знал. Послушай его. Ну, естественно, вопрос, кто начал, в чем первопричина и какие меры принимать. Ну, мы с ним переговорили, он говорит: ты знаешь, у меня сведения такие, что начали осетины. Ну, я говорю: давай конкретику, чтобы я проверил. Да, я поручил это расследование одному из следователей, своих толковых ребят. Проверил, действительно. В ночь на 31 октября были нападения вооруженные, обстреляны ингушские поселения в Камбелеевском и Октябрьском. Значит, конкретные свидетели были, все. Я написал справку, передал генеральному прокурору. И сам Магомедович, конечно, очень переживал, ведь все на нем было. Понимаете, и те вопросы, которые там хотели раньше урегулировать, они не всегда получались. Потому что, понимаете, и что ж там говорить, и провокаторы были, и с той, и с другой стороны. И я помню, значит, в знак протеста он подал заявление, чтобы выйти, покинуть эту должность. Долго не подписывали рапорт.
этот мой отставку. Это длилось несколько месяцев. Я вернулся в прокуратуру. В декабре 1993 года начал формироваться новый Совет Федерации. Были проведены соответствующие выборы. Путем всенародного голосования избирали по 2 человека от каждого региона. Здесь общественные движения, жители, и там, которые меня знали отставку мою, были со мной связаны все эти месяцы тяжелейшие мои. Они тут начали выдвигать меня депутатом в Совет Федерации первого созыва вместе с Русланом Аушевым. Нас двоих избрали в Совет Федерации. А на первом заседании нового Совета Федерации меня там избрали председателем самого крупного там комитета по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам. Если другие могли, члены Совета Федерации, просто приезжать на заседание и уезжать, мне, как председателю комитета, нужно было работать непосредственно там, в Совете Федерации. Я вынужден был опять и снова уйти из прокуратуры. В январе 1996 года закончился первый срок, там на 2,5 года избирали, закончился срок полномочий моих. Я сложил полномочия, приехал, вернулся в прокуратуру, мне предложили уже другую должность. Исаак Магомедович в Генеральной прокуратуре возглавлял главное международно-правовое управление. То есть это управление, которое сотрудничает с прокуратурами других государств. То есть он вышел за пределы нашей страны, и это тоже элитное управление Генеральной прокуратуры, то есть ему генеральный прокурор доверил такую должность. Очень интересная, содержательная работа, очень большие контакты поддерживали с Советом Европы, с международными организациями. Все вопросы выдачи преступников в Россию, из России в другие государства, все это делалось через это управление. В 2002 году в Ингушетии начались выборы президента республики. В результате был избран Мурат Зязиков. Зязиков снова поставил вопрос, чтобы я вернулся в республику, представлять его в Совете Федерации. Он посчитал, что я могу быть полезным, помочь ему. Я согласился. Вернулся в Совет Федерации как его представитель. 2002 год, после того, как я уволился с Государственной Думы, я случайно в Москве увидел Исаака Стоева. И он спросил, как это, чем занимаешься? Я сказал, я как раз уволился. И он говорит, я представляю Республику Совет Федерации, и если я не возражаю, я мог бы работать с ними. За время работы с ними я много подчеркнул то, что мне пригодилось впоследствии, когда я стал депутатом Народного собрания Республики Ингушетия. Я видел высокий авторитет Исаака Магомедовича, а там по 2 человека, представителей каждого субъекта, то есть 170 в то время было членов Совета Федерации, и большинство из них проходили за консультацией Исаака Магомедовича. И когда стал вопрос о назначении представителей Совета Федерации в Генеральной прокуратуре Российской Федерации, не было каких-либо сомнений, и даже несколько кандидатур, которые были выставлены на голосование, те 3 человека сняли свои кандидатуры, когда узнали, что Исаака Магомедовича желают направить от Совета Федерации. Осенью 2008 года в Ингушетии произошла смена власти. В конце октября на должность президента республики был утвержден Юнусбек Евкуров. Работа с новым руководителем региона у Исы не сложилась. С Евкуровым мы, если так говорить, не сошлись. В вопросах чисто рабочих, личностного плана никаких претензий у меня к нему не было, да и нет сейчас. Я считаю, что это человек заслуженный. Разные подходы к разным вопросам. В принципиальном плане мы разошлись на законе о местном самоуправлении. Я был
категорический противник закона о местном самоуправлении до определения наших границ. Я говорил, определите наши границы и справа, и слева, после этого мы будем делать местное самоуправление. Мне говорили, границы потом, а закон о местном самоуправлении сейчас. Руководитель Совета Федерации Миронов, нынешний лидер «Справедливой России», в мое отсутствие, рассмотрев обращение главы Ингушетии о моем отзыве, сказал, мы не можем не удовлетворить этот отзыв, но я Костоеву предлагаю моим советникам, руководителям экспертной группы по правовым вопросам. В 2019 году, когда Ингушетию возглавил Махмуд Али Калиматов, Исе Костоеву была предложена должность советника главы республики. Он не мог ответить отказом, как и всегда, когда речь шла о родной Ингушетии. Знаете, в Советском Союзе, и это постаршее поколение знает, и в России, и последующем, Костоева Ису Магомедовича знают везде. Те люди, которые с ним прошли путь, когда о нем говорили, я гордился, что я его земляк, что я имею отношение к человеку и знаю его лично. Все во благо, если республики, жителей республики, в интересах государства в целом России, он отстаивал и будет отстаивать свою точку зрения. Я еще в 2013 году ушел в отставку там, в Москве, занимался своими там творческими вопросами, там, семейными делами. Хотя ни одного дня, наверное, в моей жизни не было, чтобы для меня было безразлично, что происходит в Ингушетии. Назначили нынешнего главу Махмуда Али Калиматова. Я этого человека знал по работе в органах прокуратуры, знал с самой лучшей стороны. И когда он сказал, мне важно, чтобы вы были здесь, потому что ситуация в республике крайне сложная, я сказал, что несмотря на мой возраст преклонный, чем я смогу, я помогу. На посту советника главы республики Иса Костоев не только работает над решением важнейших вопросов, но и консультирует коллег. Сотрудники администрации часто обращаются к нему за помощью, как из-за огромного опыта, так и исключительных человеческих качеств. Впервые об Исе Магомедовиче Костоеве я услышал, когда я был еще студентом юридического факультета, учился в университете, и у нас был такой предмет криминалистика, и в этом предмете, значит, мы, будучи студентами, изучали тот опыт, который использовал Иса Магомедович, те методики, те наработки своей профессиональной деятельности. Непосредственно, значит, мы с ним познакомились, когда я перешел на работу в администрации главы и правительства Республики Ингушетия. По работе, когда мы общаемся по каким-то нерабочим моментам, я не покривлю душой, я наслаждаюсь каждой минутой, каждой секундой. И почему? Потому что я знаю, кто передо мной сидит, и что за опыт, что за знания, что за, значит, профессионализм, с кем я говорю. Я работала в органах прокуратуры в Сибири, в далекой. Тем не менее, все прокурорское сообщество, следователи с таким огромным уважением, с невероятным восхищением говорили о нем всегда. Мой брат оказался, познакомился с Исой Магомедовичем, рассказал ему, как я им восхищаюсь, и он мне подарил свою книгу. Подписал ее, это было в 2021 году. Потом мы уже очно с ним стали работать, стали общаться. Это невероятной души человек. Он настолько простой оказался в общении, то есть несмотря на то, что он
такой величины фигура, он очень простой в общении. Это уникальный советник, поскольку он отличается от всех нас молодых тем, что он, начиная с самого начала становления республики, активно участвовал во всех этапах, и самых сложных, и самых проблемных. Его также, мне бы хотелось отметить, в обычной жизни вообще отличают такие качества, как открытость, доброжелательность. К нему можно всегда прийти с любым жизненным вопросом и получить добрый совет, как поступить в той или иной ситуации. Самые тяжелые участки работы на сегодняшний день исполняет Исаак Магомедович. Каким образом? Это не специально ему дают огромную нагрузку на его, скажем так, плечи, а он опытный, он все знающий, он дальновидный, он знает, где и как что говорить, и какую бумагу как писать. Напористый, сильный, чувствуется, значит, закалка старая, понимаете, и вот эта напористость его, она действительно передается всем. Ису Магомедовича Костоева я, как и все, наверное, ингуши, знал всегда, заочно. То есть мы все слышали о нем, мы все знаем о том, насколько это уважаемый и важный для Ингушетии человек. Личное уже мое знакомство с ним состоялось тогда, когда я вышел на работу в администрацию. И так получилось, что наши кабинеты с ним находятся по соседству. В нем я, наверное, в первую очередь хотел бы отметить его опыт, принципиальность и порядочность. Это все, что я в первую очередь замечаю в людях, и это все, что я могу подчеркнуть именно в качествах Исы Магомедовича Костоева. У Исы Костоева прекрасная семья. Его супруга Айшат – дочь известного ингушского революционера Тугана Гудеева и внучатая племянница Гуды Гудеева, в царское время занимавшего пост губернатора города Баку. Исключительно хорошая жена, очень умные дети, все при деле. Часто гостем был у них дома, поэтому я вижу, у них дружная семья. Под стать отцу и пошли дети. Мальчики все пошли по линии папы. Тимур, старший, работал следователем, работал у меня в бригаде. Сейчас он работает в метро, в службе безопасности. А Зелим Костоев работал у меня в отделе. Очень толковый специалист. И Амир, он в УСО работает, в Генеральной прокуратуре. Девочки вышли замуж. Знаю, что одна живет здесь, по-моему, вторая в Казахстане. Тоже очень толковые девчонки. У меня 3 сына, 2 дочери. Я в этом смысле счастливый человек. Все они взрослые, все они уже имеют свои семьи. У меня 13 внуков. Да. Дедушка, назад вечером у меня были конфеты, а утром их сейчас нету у меня. Вечером назад были, да? Угу. А сейчас нету. Сейчас нету. Я думаю, если ты сейчас бабушку найдешь, ее спросишь, так, и она тебе их найдет. Ты, наверное, их оставила все-таки там, в этом, на стене, который висит, ящик, наверное, там. Я там видел. Такие желтые, коробку я там видел. Желтую? Да, коробку, да. Там мармелады лежали, какие-то конфеты лежали. Поищи там. Что-то расследовать, опять-таки внуки к вам приходят. Да, я должен вмешиваться, да. Иса много общается с внуками, интересуется их мыслями, делами. Он старается привить им то, что пронес сам через всю жизнь. Любовь к своему народу, своей республике, интерес ко всему национальному. Когда я обычно с ним разговариваю на ингушском, у него сразу на лице улыбка. Ему нравится, когда мы разговариваем на ингушском языке, ему прям тепло на душе. Ну, иногда ругается тоже, что вот говори на ингушском языке. Наш дедушка – это наш ориентир в этой жизни. Мы очень ценим его вклад в нашу жизнь. Не только его детей, но и мы, внуки. Это непередаваемо, конечно, то, как он к нам относится.
Отдельного внимания заслуживает уже отмеченная ранее дружба Исы Кастоева с другими титанами правоохранительной системы России Рашидом Батхеевым и Валерием Костаревым. Им интересно друг с другом, хотя не всегда их мнение совпадает. Есть случаи, когда он кого-то хвалит, а я в нем хорошие качества не вижу. И наоборот. Он ругает, а я считаю, что он достойный человек. Он меня учит, я его учу. И это считается у нас взаимно нормальным. А вот это расхождение взглядов, как он или вы объясняете? Вот вы об этом говорили, что вы по-разному смотрите на людей. Очень тяжело сказать. Может быть, это потому, что он следователь, вы судья? В общем, вы сказали очень умный вопрос. Может быть. Разный угол зрения у вас. Может быть. Следователь прямо пытается кого-то засадить, а судья пытается прямо разобраться и отпустить. Чем я старею, тем с ним мне приятнее общаться. Я, например, очень благодарен ему за вот отношение такое ко мне лично. Человек, у которого душа болит за дело. Понимаете, я считаю, что это самое главное. И вот в силу его натуры, он, понимаете, он не может так безучастен ко всему быть. Понимаете, везде вот он где-то что-то переживает. Бывает возможность, я всегда приезжал. Ну причем приедешь в Ингушетию, никаких гостиниц нет, будешь жить у меня. Иса Кастоев – автор многочисленных публикаций по проблемам борьбы с преступностью, совершенствованию деятельности правоохранительных органов и защиты прав граждан. В 2020 году в Москве вышла его книга «Преступление без наказания». В этой книге вся его жизнь, его мысли, цели, надежды, успехи и неудачи. А в названии то, с чем наш герой борется в течение всей своей профессиональной, политической, общественной деятельности. Безнаказанность чиновников, людей, наделенных властью. Это честный, искренний рассказ не только для читателей, но и для самого себя. Я хочу, чтобы у нас было единство, чтобы мы понимали друг друга, и чтобы мы научились говорить друг другу правду. Мы от природы умные люди, находчивые люди, да? Мы способные люди, но мы должны понять, что жить надо, трудясь, работая в поисках и образования, и науки, в искусстве, во всем. Вот что я пожелал бы нашим людям, нашей республике, нашему народу. 28 сентября 2024 года в Зале славы администрации главы и правительства Республики Ингушетия на торжественной церемонии, посвященной столетию ингушской государственности, Иса Кастоев в своем выступлении выразил благодарность руководству страны за особое внимание к значимой для ингушского народа дате. Уважаемые гости и приглашенные, я рад приветствовать вас на гостеприимной земле Ингушетии. Для нас большая честь вместе отмечать 100-летний юбилей нашей государственности. Крайне важно, что это знаменательное для нас событие отмечается по решению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который, несмотря на сложное положение в стране, 8 декабря 2023 года подписал указ о праздновании 100-летия ингушской государственности. Этот указ демонстрирует особое внимание президента к вопросам национальной политики в стране. В этой связи не могу не привести слова президента, сказанные на встрече с лидерами парламентских фракций. Для сохранения страны нам необходимо учитывать интересы каждого этноса, даже самого малого. Крайне важно обеспечить, чтобы культура и история каждого народа почитались, чтобы представитель каждого этноса чувствовал, что Россия его родина и другой у него нет. Жители Ингушетии высоко ценят такое внимание к своей истории. Общеизвестно, что
История ингушской государственности сопровождалась драматическими событиями. Созданная в 1924 году Ингушская автономная область в начале 30-х годов волевым решением кремлевских горцев Сталина и Берии была упразднена. Они же через 10 лет ликвидировали в 1944 году и Объединенную Чечено-Ингушскую республику, подвергнув эти народы неслыханной ранее депортации. К сожалению, последствия этих актов репрессий до конца не устранены и поныне. Народ Ингушетии надеется, что наследие сталинско-бериевского режима навсегда исчезнет из жизни кавказских народов. От имени старейшин и ветеранов Ингушетии выражаю вам и братским народам, которых вы представляете, нашу искреннюю благодарность за участие в наших торжествах и добрые пожелания в наш адрес. Я бы хотела пожелать Исею Магомедовичу, чтобы его внуки были такими же выдающимися личностями, такими замечательными людьми, как он сам. Я бы очень хотела, чтобы они продолжили вот эту вот династию. Действительно, человек-легенда. Низкий поклон ему. Дай Бог ему долгих лет жизни, на радость своим сыновьям, внукам и правнукам. Хочу пожелать Исею Магомедовичу прежде всего крепкого здоровья и долголетия, а также, чтобы его профессиональная жизнь продолжалась как можно дольше и дальше. Потому что я считаю, что Исай Магомедович это такой человек, он как раз из тех людей, которые должны работать до конца своих дней. Кроме знаний и опыта, он обладает такой уникальной особенностью. Он чувствует новые веяния развития республики, страны. Я думаю, что его советы нам еще очень долго будут необходимы.